Сегодня, во второе воскресенье после Дня Святой Троицы, Пятидесятницы, совершается память во всех храмах нашей страны и за ее пределами далеко память всех святых в земле русской просиявших. Это уникальное торжество, уникальное богослужение, потому что оно объединяет все те страны, которые так или иначе касалось исторически в разные эпохи, времена русская культура, а особенно в общей вере христианской. Как говорит святейший патриарх Кирилл, сегодняшнее торжество именно принадлежит и истории, и святым, и современникам нам, которые эту историю принимают и продолжают. Сегодня совершалось богослужение, молитва о каждом храме этим святым угодником Божьим, в том числе и здесь, в Спасском мужском монастыре, который возглавил архиепископ Якутский Ленский Роман. Главное мероприятие каждого храма – это богослужение. В храме Спасского мужского монастыря, в котором мы находимся, оно совершается ежедневно, утром и вечером, часто в течение дня, потому как для монахов, которые трудятся в обители, важным залогом их жизни монашеской является молитва и труд. Эти две составляющие очень простые и для каждого человека, буквально для каждого доступные, являются необходимым, чтобы не только стяжать, приобрести святость, стать святым, но и для того, чтобы быть полезным обществу. Монастыри всегда были так устроены, чтобы быть полезным не только для внутренней жизни, обустраивались, но и часто приносили пользу обществу. И сегодня возрожденный Спасский мужской монастырь, самый древний на Дальнем Востоке, который находится у нас в городе Якутске, имеет точно такую же цель, какую имел почти 4 века назад при его основании. Это не только миссионерская, просветительская деятельность, то есть проповедь о Христе, но и помощь людям, которые живут в нашем городе, люди, которые приезжают, люди, которые хотят узнать о православии. Для этого здесь, кроме богослужения, которое совершается ежедневно в храме нашего монастыря, устроены и необходимые для этого места экскурсионные. Например, обустроена келья святителя Иннокентия, который здесь почти 8 лет трудился и подвязался, и был настоятелем Спасского мужского монастыря. Так же, как и при каждом храме, здесь действуют и воскресные школы для детей, для взрослых, различные курсы. Уникальный проект «Антикафе Трапезная», который собран не только исключительно церковные мероприятия, но и предоставляется площадкой для светских собраний, которые носят культурно, духовно-просветительский характер, призваны нести людям опыт и культуры, и традиции. Сегодня это культура не только церковная, не только славянская, но и якутская культура. В числе мероприятий, которые проводятся на территории монастыря, это и встречи с различными интересными людьми, представителями интеллигенции, азы школы игры на хамусе и много других интересных и увлекательных вещей. Каждый храм всегда открыт для любого, кто желает прийти к Богу. Самый даже внешний вид храма отличается от всех окружающих нас жилых домов. Это и устроение на здании купола с крестом, это и колокольня. Наш храм также украшен иконами, чтобы каждый входящий сюда человек мог бы зайти и увидеть людей святых. Людей, которые жили в разные, даже тысячелетия, были разных национальностей и культур, но все они объединены одной верой во Христа и святостью. Их изображение, иконы для всякого входящего в храм, помолиться человека, есть пример, что какая бы жизнь ни была в различных обстоятельствах, неудобствах или даже гонениях, то становиться, быть святым не просто необходимо, но это возможно в любых условиях, в любом культурном пространстве. Храм, он как некий ответ на все вопросы к Творцу, всегда открытый в течение дня, всегда готовый принять каждого молящегося человека. Приходите в храм, чтобы здесь побыть. Во время богослужения, чтобы увидеть храм в жизни, когда он живет, когда все в нем является отголоском многотысячелетней истории христианства, православия. Когда в нем собраны все особенности культурного пространства, которые бережно сохраняли, созидали или вдохновленно добавляли наши предки. Чтобы тоже не только перенять, но и стать последователями, а может быть даже соучастниками той богатой, великой цивилизации христианской, которую мы обретаем, приходя в храм.